Тема второй лекции – это Сергей Борисович Переслегин и специальная военная операция. Переслегин Сергей Борисович – это питерский ученый, исследователь. Он родился в 1960 году. По образованию физик-ядерщик, но потом он занимался вопросами военной истории, футурологии, писал и рецензировал фантастику, был близок к братьям Стругацким. И у него очень интересный взгляд на вот те события, которые происходят в мире и в России вот в последние годы. Почему я решил посмотреть глазами этого человека, этого ученого на вот те события, которые происходят сейчас на Украине и в мире? Потому что есть такое выражение, что большое видится на расстоянии. И Переслегин, как человек, живущий одновременно и в прошлом, как историк военный, и в настоящем и в будущем, он по-другому видит мир, видит перспективу этого мира. И вот есть такие картинки интересные, ну вот тут, наверное, не очень хорошо видно, немножко смазано. Это вот 2030-е годы, это 2020-е годы и вот 2010-е годы. Вот он занимается сценированием будущего. И вот с точки зрения именно истории, вот военной истории, рассматривает большие циклы. Потому что если объективно разобраться, то существуют определенные циклы развития любого народа, любой культуры и любой цивилизации. И многие серьезные исследователи, не только этот Переслегин, они говорят о том, что сейчас в мире происходит переход на новый технологический уклад. Ну, его называют там пятым, шестым, некоторые седьмым даже называют. И основу этого нового технологического уклада составляют нано, био, информационные и когнитивные технологии. И смена этого технологического уклада, как правило, если посмотреть по истории, она сопровождается большой мировой войной. И мы сейчас видим на примере вот Украины, на примере вот Ближнего Востока, видим вот эту новую мировую войну. Она происходит в такой невидимой форме, в форме вот гибридной войны, но она идет. Вот если разобраться, вот 2010 год, 2010-е годы, что происходит вот в это время, по мнению Переслегина? Если вот он сравнивает с историей, с прошлыми, вот 2010-е годы – это время, когда неоиндустриальные проекты вступают в стадию кризиса. Это связано с развитием энергетического кризиса, обострением борьбы за ресурсы, с обострением конкуренции на мировых рынках, с нарастанием социальной нестабильности в самих странах, акторах неоиндустриального проектирования. И происходит фазовое противоречие, теряется экономическое и политическое содержание, и противоречие углубляется между образом жизни, ориентированным на глобальную безопасность, и образом жизни, ориентированным на глобальную свободу. Как это понимать и как это перевести на обычный человеческий язык? Если мы проанализируем 10-е годы, что происходило в мире, обострение борьбы за ресурсы.
Но это мы видим на примере цветных революций. Вспомните 2010, 2011, начиная вот с 2009 года, что происходило на Ближнем Востоке. Это период так называемых цветных революций. Это Ливия, Тунис, Египет, смена правящих режимов в этих странах. А подоплека там была очень простая. Это контроль за нефтяными и газовыми ресурсами. Вот то, что происходило в Сирии в последние годы, это тоже связано с этими же процессами борьбы за ресурсы нефтегазовые, потому что Сирия представляет интерес для мировых игроков не столько как страна, имеющая вот большие нефтегазовые ресурсы, а как транспортно-логистический центр. Там американцы планировали через Катар организовать нефтегазопроводы через Сирию с тем, чтобы выйти вот на мировые рынки, обрушить цены на нефть и газ и тем самым нанести очень серьезный урон, ущерб российской экономике. Мы ведь страна, которая сейчас, Россия, живет за счет в основном нефтегазовых ресурсов, и падение цен резкое на нефть и газ, оно скажется на всех нас. Вот студенты, например, стипендии, пенсии для стариков, наша зарплата, они напрямую зависят от бюджета. Сколько в бюджете будет денег, так и будем мы жить. Соответственно, вот это все вещи взаимосвязанные. Обострение конкуренции на мировых рынках. Но это мы тоже наблюдали, видели. Нарастание социальной нестабильности в самих странах, акторах неоиндустриального проектирования. Даже в благополучной Европе мы видим, помним о том, что после вот этих цветных революций, особенно после падения режима Каддафи в Ливии, в Европу хлынул поток из миллионов беженцев в Европу. А сейчас, после того, как начинается вот эта специальная военная операция, в Западную Европу хлынул поток из миллионов украинцев. Примерно 10 миллионов украинцев было вынуждено мигрировать из Украины в Европу. И вот эти потоки беженцев, они вызвали очень серьезную социальную нестабильность. Это оружие, наркотики, это насилие на улицах. И вот получается эффект домино. Не случайно Муаммар Каддафи, лидер Ливии, которого убили в результате государственного переворота американцы, он говорил о том, что Запад слеп в своих требованиях смены и убийства, смены его политического убийства. Он говорил, что если Ливия падет, его режим падет, то миллионы беженцев из Африки хлынут в Европу. И там начнется вот эта война. И Муаммар Каддафи, он оказался прав. То, что касается конкуренции на мировых рынках, это вот, по мнению Переслегина, это вот период 2012-2024 годы, этот период, получается, продолжается. Мы сейчас живем в 2023 году, и по его мнению вот, происходит такой процесс своеобразной феодализации, и центры, мировые центры, они начинают меняться. И вот если мы перейдем 2020 годы, это вот начиная с 2024 года, то метафора эпохи вот этой по Переслегину — это война миру. Господствуют три активных цвета. Коричневый – это война, красный – это революционные изменения в организации общества и жизни человека, оранжевый – это быстрый технологический прогресс. Ну вот коричневый — война – это то, что происходит сейчас на Украине, и
активизируется на Ближнем Востоке и в странах СНГ. Красный – это революционные изменения в организации общества и жизни человека. Это вот, например, цифровизация, цифровой рубль, информационная экономика. И оранжевый – это быстрый технологический прогресс. Но в первую очередь это касается информационных технологий. Это новые виды энергетики. И вот эти изменения, они повлекут за собой очень большие изменения в жизни нашего общества. Но здесь происходит перераспределение как ресурсов и влияния тех или иных центров. Некоторые центры влияния, они вот этот переход фазовый не выдержат, по мнению Переслегина. И вот здесь получается точка выбора, когда нужно будет выбирать, кем быть, либо становиться самостоятельным центром влияния, как сейчас пытается Россия и Путин, либо стать частью какого-то другого проекта, китайского, американского. Вот два основных этих проекта, которые сейчас есть в мире и которые реализуются, либо там арабо-мусульманского, возможно, там, или африканского. И очень символично, что вот в эти дни, буквально 20 по 22 марта, состоялся исторический визит в Москву генерального секретаря ЦК КПК и председателя КПК Си Цзиньпиня в Москву. Многие аналитики и эксперты действительно отмечают исторический характер этого визита. По внешним признакам определить довольно сложно. Но вот как это понимать? Вроде бы ничего не обязывающие заявления, пышные там цветистые проводы, встречи, огромная делегация. И не обращают внимания на то, что это первый государственный визит Си Цзиньпиня вообще в другую страну. Это раз. Второе, то, что вместе с ним в Москву приехало все высшее китайское руководство. И политическое, и военное, и экономическое. Этого не было ни до, ни после. То есть, если Си Цзиньпинь совершает поездку деловую в ту или иную страну, конечно, с ним бывает сопровождающий. Но такого количества чиновников, высших китайских, ни в одну страну мира не приезжал. Потом в ноябре прошлого года состоялся также исторический новый 20-й, последний съезд ЦК КПК в ноябре 2022 года. И там произошли тоже очень интересные исторические события, которые вот имеют прямое отношение к тому, о чем говорит Переслегин, пишет. Показывали вот по телевизору, что во время съезда из президиума вывели бывшего генерального секретаря ЦК КПК и председателя КПК Ху Цзиньтао за руки. Двое крепких молодых ребят. И это был такой показательный удар по оппозиции, которая выступает против Си Цзиньпина и имеет такую прозападную, проамериканскую направленность. Ху Цзиньтао, как предшественник Си Цзиньпина, он имел очень большое влияние, поскольку при нем много вот современных лидеров Китая выросли в руководители. И несмотря на уход вот с должности первого лица, у него было большое влияние. А в Китае, вообще вот на Востоке, очень большое внимание уделяют деталям.
То есть в китайской культуре есть такое понятие «потерять лицо». И вот Си Цзиньпин с помощью вот этого приема, когда Ху Цзиньтао под руки вывели из зала, он тем самым показал с одной стороны свою силу, с другой стороны слабость своих политических оппонентов. И только потом, после этого съезда, начинаются кадровые чистки. И людей из команды Ху Цзиньтао убирают со всех должностей. Некоторых даже посадили, некоторых уже приговорили к смертной казни. То есть сначала идет как бы публичная, показывает слабость противников, хотя там был официальный комментарий, что якобы вот Ху Цзиньтао почувствовал себя плохо, но даже проявление физической слабости, публичной физической слабости руководителя, это говорит о том, что вот у человека нет будущего. И даже если он заболел, и его просто помогли, но это могло ведь и не попасть в кадры, могли убрать. А это специально, нарочито показали. И это пошло по всем мировым СМИ, в том числе вот в российских, обратите внимание. И вот эти вещи, вот те события, которые произошли на 20-м съезде КПК, потом вот визит Си Цзиньпина в Москву в эти дни. И самое интересное, там произошло знаменательное, что когда Си Цзиньпин уходил, Путин его проводил до машины. И Си Цзиньпин такую фразу обронил, очень интересную, что вот за обычными словами, что, дескать, в благодарности того, что вот Путин себя берег, он говорит, что мы наблюдаем очень большие, великие перемены, которые бывают один раз в 100 лет. А 100 лет назад что произошло в мире, в Китае, в России? 100 лет назад был Версальско-Вашингтонский договор, по которому закрепили условия мира после Первой мировой войны. Китай в это время был ослаблен. Советская Россия только поднималась. Сталин начинал путь к власти. Мао Цзэдун был руководителем небольшой маргинальной партии, он воевал там в провинциях Китая, но уже тогда, получается, вот закладывались эти процессы. И взаимосвязь между Россией и Китаем тут очень прямая, потому что китайцы почему до сих пор называют там русских старшими братьями? Потому что победа китайских коммунистов и создание Китайской Народной Республики в 1949 году – это прямая заслуга Советского Союза и лично Сталина. Именно советская армия разгромила японскую армию в 1945 году. Многие об этом почему-то забывают. Но китайцы не могли сами справиться вот с японской армией. Советская армия сначала уничтожила японскую императорскую армию, выгнала их из Китая и дала возможность китайцам уже самостоятельно разбираться между собой. С одной стороны была партия Гоминьдан, партия Чан Кайши, которого поддерживала США, и с другой стороны была коммунистическая партия Китая Мао Цзэдуна, которого поддержал Советский Союз и лично Сталин. Они давали оружие, продовольствие, деньги. И без поддержки Советского Союза, поддержки русских, китайские коммунисты победить не могли. И на первых порах, до смерти Сталина в 1953 году, были вот взаимоотношения младшего и старшего брата между Китаем и Россией. Сейчас ситуация вроде бы диаметрально поменялась. Китай – это великая экономическая сверхдержава, но все равно вот этот исторические взаимоотношения, они сохранились. И у нас получается один общий сильный враг,
это Соединенные Штаты Америки, которые хотят мировой власти, мировой гегемонии, и с другой стороны союз между Россией и Китаем, который был закреплен вот этим визитом Си Цзиньпиня. И вот получается, то, о чем пишет Переслегин, и то, что мы наблюдаем сейчас, это вещи взаимосвязанные. Вот он, как военный историк, как человек, который изучает и смотрит на историю совершенно иным взглядом, очень глобальным, они взаимосвязаны. И вот эти исследования, которыми занимается вот этот человек, вроде бы теоретик, далекий от прикладных вещей, они имеют очень большое практическое значение. Вот любопытство ради можете посмотреть выступление этого ученого, исследователя Сергея Борисовича Переслегина, и вы многое узнаете. По-другому сможете взглянуть вот на те процессы, которые происходят сейчас в России и мире.